Их разбирают мгновенно для себя, близких и друзей. В цветах дыма и пламени 3 черные и 2 оранжевые полоски, за которыми миллионы жизней и подвигов. Некоторые не могут сдержать слезы, ведь символ победы связан с личными историями семей. Как, например, у внучки Тугана Хаджимуховича Мальсагова Аси Парчиевой. Когда враг вплотную подошел к границе Кавказа, ее дед, старший лейтенант в составе стрелковой дивизии 56-й армии, находился там, где труднее всего, в самом пекле. Он личным примером воодушевлял бойцов, поднимая их боевой дух. Это воспоминания о дедушке, который, несмотря на то, что был бесстрашным комиссаром, воодушевлял воинов и был очень тяжело ранен в боях за город Ростов-на-Дону. Каждый раз, вот я в своем детстве помню, как он, когда приближался День Победы, всегда был в гуще других ветеранов войны. Я очень многих ветеранов помню и знаю. Был всегда в гуще родителей тех ветеранов, героев войны, которые погибли. Вот сейчас говорю о славном летчике Вадиме Юдине. Отец и мать всегда приезжали, в том числе и к нам в семью, и дед очень трепетно к ним относился. И несмотря на свое бесстрашие, дед, он всегда со слезами на глазах. Вот то, что поется в песне «День Победы», это же на самом деле так было. Когда звучала песня «Журавли», он тоже плакал. Я должна была, я знала и играла эту песню и пела ее для деда, потому что это его любимая песня была. И он всегда плакал, повторял эти слова. Ну, естественно, я понимала, что он вспоминал вот эти вот эпизоды войны, и что это у него все всплывало. И он всегда хотел, чтобы между людьми был мир, благополучие, доброжелательность. Таких ярких примеров мужества и героизма ингушей в Великой Отечественной войне не сосчитать. Люди разных поколений, личные истории, трагедии и общая на всех победа. Сегодня снова, спустя 74 года после победного мая, георгиевские ленточки вновь в руках потомков, как самый узнаваемый символ триумфа и знак признательности тем, кто сражался ради мира. На этой акции, которая проходит уже 14 лет, выросло целое поколение наследников Победы, в том числе и сегодняшние инициаторы – студенты Назрановского политехнического колледжа. Раздавая знамя Победы, они говорят «спасибо». Правнуки героев строятся в очередь, гордятся своими фронтовиками, хоть никогда их не видели. Для меня эта акция очень важна, так как мой прадедушка тоже служил в Великой Отечественной войне, был дважды ранен, удостоился медали за отвагу. Гордимся своими дедушками. Мне кажется, что каждый человек должен помнить героев Великой Отечественной войны, должен помнить тех людей, кто отдал свои жизни за защиту нашей отчизны, нашей Родины. Мы не должны их никогда забывать. Вообще девиз данной акции является в том, и звучит так, что «я горжусь, я помню». Каждый человек должен помнить, что если бы в то время многие люди не отдали свои жизни, не смогли защитить нашу Родину, отчизну, то сейчас бы нас здесь не было. Я считаю, что мы должны всегда ими гордиться, уважать их и чтить. Студенты раздают георгиевские ленточки в парках, на бульварах и площадях. Советуют носить на груди, на лацкане пиджака или пальто. Впрочем, не возбраняется прикрепить ленту на рюкзак или на сумку, лишь бы к ней сохранялось должное почтение. Символ воинской славы, отваги, мужества, победы все чаще становится символом памяти о великой истории и ее героях. Появилась георгиевская лента при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия, высшей воинской наградой Российской империи. Сначала она была желто-черной цветов, пороха и огня, но позже желтые полоски заменили на оранжевые. Это тоже символично. Цвет огня смешался с цветом крови. За всю историю страны лишь 25 военачальников были удостоены Георгиевской ленты, и только 4 из них были полными кавалерами ордена Святого Георгия всех 4 степеней. Позже появился вариант ордена для рядовых и низших офицеров – Георгиевский крест. Его еще называли солдатский Георгий, давали ее только за незаурядное мужество, проявленное во время боевых действий. Об этих и многих других интересных фактах легендарного двуцвета рассказывают здесь. Образцы мужества, геройства
героизма, которые проявляли наши с вами дедушки, прадедушки для кого-то, они имеют место быть. И о том, что это был на самом деле славный подвиг и вклад ингушского народа в Великую Победу, говорит и тот факт, что несмотря на тяжелейшие условия, которые сопровождали весь исторический путь становления ингушского народа, именно звезда героя в наше российское время, уже в период возрождения республики, имя героя вернулось нашим соотечественникам. Вы знаете, я имею в виду наших бесстрашных летчиков. Акция любимая и всенародная, и сколько еще она продлится, знает вся страна. До Дня Победы 9 мая остаются считанные дни. Главная цель – стремление не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества. Зельмхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.